Это информационный час Татарстана на канале Россия-24. Мы возвращаемся в студию. И в эфире интервью наш гость сегодня, председатель Всемирного форума татарской молодежи Табрис Ярулин. Добрый вечер. Добрый вечер. Уже совсем скоро стартует у нас в Казани Джадид Фест. Что это за мероприятие такое? Ну, в принципе, формат новый для нас. Да, мы его проводим в этом году второй раз. Первый проводили в конце марта. И в этот раз проводим фестиваль 25 декабря. Будет много интересных творческих экспериментов. Начну с конца. Закончим мы фестиваль электронной музыкой и поэзии Йылдыз Миннуллиной. Будет документальный фильм про европейских татар. Будет акустическая музыка Аскара. Есть такая группа татарский рок, очень интересно звучит. И, естественно, все люди, которые хотят перед Новым годом купить для себя что-то особенное с национальным компонентом, обязательно могут это сделать прямо на Джадид Фесте, потому что будет около 30 молодых дизайнеров, очень интересные вещи, специально коллекции многие готовят. Ну и, естественно, это воскресенье, поэтому, наверное, многие проводят время с семьей, поэтому можете привести детей. У нас будет площадка для Сабыйлар Майданшига, мы его называем площадка Сабыйлар, где будет интерактивное чтение, всякие мастер-классы, рисование, кулинарные и все остальное. А на какой площадке вы будете проводить в этом году Джадид Фест? Площадка для нас новая, но я думаю, многие городские жители, казанцы знают эту площадку. Это смена, центр смена. Все, наверное, такие молодежные фестивали, такие выставки, которые посвящены современному искусству, проходят там. И мы тоже решили себя испытать, попробовать провести там мероприятие. Ну и Джадид Фест — это не просто там, ну скажем так, тусовка, для молодежи. Наверное, цель гораздо глубже, чем просто собрать людей перед Новым годом. Да, это, естественно, это, можно сказать, наша миссия. То есть мы, как общественная организация, нашли себя в этом, в развитии городской культуры, потому что молодежь, она живет в Казани, учится в Казани, остается здесь или родилась здесь. И, естественно, мы, татарская молодежь, ищем в городе что-то татарское. И, естественно, молодежь ищет что-то, что ему знакомо, да. Сейчас, наверное, в мире никого дизайн-маркетами не удивишь, но вот татарским дизайн-маркетом удивить, я думаю, можно. Ну и, естественно, вот такие эксперименты, когда такая городская поэзия, электронная музыка, все это такой перформансы. Я думаю, что мы редкая организация, которая такими вещами занимается. Это очень необычно. Поэтому приглашаю, в принципе, всех, без привязки к языку, к национальности, к возрасту. Хотя и мы называемся молодежной организацией татарской. Я думаю, что много интересного найдет для себя. Я помню вот такую историю. В конце марта ко мне подходила Аня Законова. Она наш друг, она помогала с организацией. И тогда мы проводили 3-часовой арт-перформанс. Читали стихи Такташа под музыку Радика Салимова и Кашапова Радифа. И тогда она сказала: слушай, Табрис, я вот 3 часа слушала такташские стихи на татарском языке, я мало что поняла, но это на меня произвело очень сильное впечатление. Я думаю, что это, в принципе, можно сказать про весь Джадид Фест. Он и называется Джадид, потому что все новое, прогрессивное, только по-татарски будет там. А как вообще, какова динамика? Замечаете ли вы, что интерес молодежи к национальному как-то он растет? Я думаю, что да. Я не могу в целом сказать, потому что сейчас есть глобальные процессы, есть кризис идентичности и все остальное. Я думаю, это отдельный разговор. Но к городским вот таким проектам интерес очень большой. Молодежь тянется, она хочет знать свою историю, она хочет определить свое место. И, естественно, вот такие мероприятия, которые актуализируют тоже культуру, они очень популярны. Потому что я думаю, что татары достаточно прогрессивный народ, и одно из главных, наверное, качеств – это быть открытым миру. Вот, в принципе, это то, чем мы занимаемся, и то, что сейчас, наверное, во всем мире в тренде. Джадид Фест – это только одно из мероприятий в такой длинной линейке мероприятий, которые вы проводите. Да. Какие-то новые форматы вы запускали. В этом году что вам запомнилось? Уже год у нас подходит к концу, можно подводить какие-то итоги. Во-первых, мне запомнился сам форум. Мы, как событие, форум проходит раз в 2 года. В августе проводили, это, наверное, самый масштабный форум. 900 человек, 20 стран. Мы там тоже очень много интересных новых вещей, образовательных, проектных сделали. И, естественно, последнее воскресенье мы делаем Джадид Фест, а до этого мы проводили
получается Около Фабрикса, фабрика мыслей. Это, наверное, самый такой классный проект, которым мы гордимся, потому что он образовательный, он открытый для всех. 100-200 человек приходят послушать лекции, некоторые слушают 2 дня, некоторые приходят только на лектории, но это всегда интересные люди, интересные лекторы, интересные темы, то, что волнует, в принципе, любого татарина или вообще человека, который живет в Казани. Вот последний он посвящался религии, то, как одежда связана с религией, то, как смартфоны связаны с религией. И нам было очень приятно, что даже из нашего круга люди, молодые люди, они могут так интересно подавать информацию. И мне кажется, сейчас это тоже большой тренд, когда молодежь тянется к новым знаниям, интересуется очень многими разнообразными темами. И я думаю, что мы смогли на этот запрос ответить этим проектом. И в завершении интервью, наверное, вопрос такой глобальный, да, на рассуждение. Именно в последние несколько недель появляется все больше как-то в информационном пространстве тем, связанных с развитием татарского языка. Да? Вдруг звучат там отдельные мысли, что татарский... Нет, она всегда звучит. Как-то актуализировалось именно, появляются какие-то интервью такие резонансные, где люди говорят, что, возможно, татарский язык там когда-то сойдет на нет, вдруг появляются такие мысли. Что вы думаете? И что возможно сделать, чтобы такого не было? Я думаю, пока есть Татарстан и пока есть татары, татарский язык, он не исчезнет. Я думаю, что это надолго. Но в свою очередь мы, как и общественность, и неравнодушны к этому людьми, должны, естественно, приложить большие усилия, чтобы в этом глобальном мире найти свое место, и чтобы татарский язык не оставался в кабинетах татарского языка или только в учебниках, или только в семьях, а чтобы он был связан с нашей повседневностью. Мы, в принципе, над этим работаем, и я думаю, что сейчас вот... Если сравнивать несколько лет назад, да, нет никакого стеснения в том, что ты знаешь татарский язык. Наоборот, это какая-то гордость, это еще один тебе плюс, да, к твоему IQ, может быть, к твоему кругозору. И в любом случае мы не хотим быть тем поколением, которое потеряет язык. Благодарим вас, Табрис. Обязательно посетим Джадид Фест и будем следить вообще за вашей деятельностью. А это информационный час Татарстана. Оставайтесь с нами, мы продолжаем.